И плохо, что Тайдарбек ағай кечигип атканы, потому что он, да, он виноват в том, что мы начали заниматься этим делом, потому что когда мы учились в университете, и он как раз нам в первый раз рассказал о том, что нации бывают не только по крови, а как-то что-то такое конструктивистское, да? И это как бы тогда озадачило нас, и с тех пор вот занимаемся этим делом. Ну, как бы это часть антропологии, социологии, немного ушли в философию, потом вот сейчас вернулись, да? Хорошо, тогда я начну. Все, что я как бы хотел сказать, я написал на бумагу, и поэтому я буду читать с бумаги. Итак, мы сегодня говорим о модерной традиции. Это наша вот главная философская тема, которой мы уже давно занимаемся. И непосредственно моя кандидатская диссертация тоже была направлена на это, то есть осмысление модерной традиции. И главным я сделал именно Чингиза Айтматова, но сегодня не про Айтматова. Да, и сегодня мы говорим о модерной традиции, о вещах, которые принято представляются почти автоматически, да. Модерн — это нечто новое, рациональное, прогрессивное, а традиция — это прошлое, нечто устойчивое, иногда даже архаичное, да. Но если немного остановиться и подумать, становится ясно, что это противопоставление очень как бы грубое. И почему я это говорю? Потому что традиция внутри модерна никуда не исчезает, она просто получает другое имя. Я это называю консервативностью. А модерн, когда сталкивается с немодерными культурами, немодерные культуры начинают выглядеть как традиция. И отсюда возникает более сложный вопрос: есть ли элементы модерности в немодерновых культурах? Или модерн — это действительно что-то внешнее, привнесенное, или в каком-то смысле уже присутствует внутри самой традиции? И в этом контексте есть очень одна точная и тонкая мысль американского философа Чарльза Пирса. Он писал, что если вы покажете мне народ, у которого искусство врачевания на ранних этапах не связано с магией и колдовством, я скажу, что у этого народа нет способности к научному развитию. И Пирс фактически говорит, что магия — это не противоположность науки, а ее начало. И тогда ситуация становится интереснее, потому что в нашем случае магия и символическая форма мышления присутствует у кыргызской культуры не только на начальном этапе, но и на вполне развитых стадиях. Да? То, что мы называем кыргызчылык, если в кыргызской культуре не было этого слоя, да, этого символической, дорациональной, но при этом структурированной формы мышления, то, возможно, не было бы таких фигур, как Иса Ахунбаев, я думаю. И отсюда возникает почти парадоксальный вопрос: то если это так, то, возможно, модерность — это не то, что приходит извне, а то, что уже есть внутри традиции, но в другой форме, допустим, в потенциальном. И в этом с вопросом, а не с ответами, именно я бы хотел начать сегодня наше обсуждение. Я действительно долго размышлял, как лучше именно выстроить сегодняшнее выступление, и почитал несколько работ, послушал подкасты, даже посмотрел интервью самого Бенедикта Андерсона. И в какой-то момент я пришел к выводу, что нет лучшего способа говорить об этой теме, да, чем просто следовать логике самой книги. Андерсон, как антрополог, очень много говорит про полевые исследования. Он очень много занимался Индонезией, но как так у нас нет времени рассказать все эти интересные исследования, я постараюсь сделать акцент на теоретический скелет этой книги, то есть рассказать логическую структуру этой работы. Но прежде чем мы начнем, нужно сделать одно важное уточнение для тех, кто особо не погружен в теорию нации. Да, скажу очень коротко, что в современном гуманитарном знании есть два большие оптики, то есть два способа понимать нацию. Это примордиальная теория. Она исходит из того, что нация — это нечто изначальное, общая кровь, общий язык, культура, возможно, даже судьбы. И в этом подходе нация у нас воспринимается как нечто почти естественное, как продолжение родства, просто на более таком крупном уровне. И вторая — это то, что мы сегодня говорим, это конструктивистская теория. Здесь, наоборот, нация понимается не как данность, а как результат исторического процесса, как нечто сконструированное через язык, образование, печать, политические институты и символы. И наш сегодняшний герой Андерсон однозначно стоит на этой второй позиции. Для него нация — это не то, что уже всегда уже было, а то, что возникает, причем возникает в определенных исторических условиях. И именно здесь он делает свой важный, известный и, возможно, самый провокационный тезис, что нация — это воображаемое сообщество. Если следовать логике самой книги, то нам нужно начать именно с того, что имеет в виду, когда говорит слово «воображаемое».
И с самого начала книги Андерсон ставит довольно такой провокационный вопрос. Он обращает внимание на то, что на 20 веке происходят странные вещи. Марксистские государства, которые вроде бы должны были объединены общей идеологией, да, начинают воевать друг с другом. Он приводит пример войны между Вьетнамом, Камбоджей и Китаем. И подчеркивает, что это первая война между режимом, чья независимость и революционная репутация не вызывает никаких сомнений. То есть речь идет не о конфликте социализма и капитализма, да, а о конфликте внутри самого социалистического мира. И здесь возникает проблема. Да, эти войны почти невозможно объяснить через марксистскую теорию. Более того, как он говорит, никто не верит, что такая лексика имеет хоть какое-то отношение к тому, что произошло в Индокитае. Проще говоря, марксизм оказывается теоретически бессилен объяснить эти конфликты. И отсюда Андерсон делает вывод, что после Второй мировой войны каждая успешная революция начинает мыслить себя в национальных категориях. Да? Китай, Вьетнам и так далее. То есть даже революции, которые изначально должны были быть интернациональными, становятся в итоге национальными. И здесь он ссылается на очень важную мысль, да, что марксистские движения и государства тяготели к превращению в националистические. То есть национализм оказывается сильнее идеологии. И дальше он делает еще более радикальный вывод, что эпоха национализма вовсе не заканчивается, да, и наоборот он продолжается. И вот его цитата: «Быть нацией – это самая универсальная, легитимная ценность в политической жизни современного времени». И это очень сильное утверждение Андерсона. Нация становится главным способом легитимизации любой власти. Но при этом возникает парадокс: несмотря на огромную силу национализма, у нас до сих пор нет нормальной теории, которая бы его объяснила, он пишет. И он прямо говорит, что теория национализма – это провал. Например, никакого научного определения нации разработать нельзя, он пишет. И даже в марксизме теория национализма представляет собой великую историческую неудачу марксизма. И вот здесь он формулирует свою задачу, да? Он говорит, нужно полностью поменять перспективу. И делает ключевую идею всей книги, да? Нация – это не просто политическая или экономическая категория, это культурный артефакт. Как он пишет, национальность и национализм являются своего рода культурным артефактом. То есть нацию нужно понимать не через классы или экономику, а через культуру, воображение и символические формы. И дальше он пытается дать определение нации. Но перед этим он показывает, почему это вообще сложно. Да? И он говорит, есть у нас при определении национализма три парадокса. Первое. Нации кажутся современными с точки зрения истории, но при этом переживаются как очень древние. И мне очень понравилось его определение, точнее. Объективная современность нации в глазах историка, с одной стороны, и субъективна их древность в глазах националиста, с другой стороны. Во-вторых, национализм вроде бы универсальный, у каждого она своя, но каждая нация при этом абсолютно уникальна. И в-третьих, национализм обладает огромной политической силой, но при этом у него почти нет серьезной теории. Вот здесь он хорошо пишет, да, их философская нищета национализма и даже внутренняя несогласованность. Иными словами, в отличие от больших других измов, национализм так и не породил собственных великих мыслителей, как Гоббс, Токвилл, Маркс или Вебер. У говорящих на многих языках интеллектуалов-космополитов эта пустота легко вызывает некоторую снисходительность. И даже приводит жесткое замечание, что никакого научного определения, как я уже говорил, нельзя разработать о нации. То есть феномен есть, а он мощный, но объяснить его толком никто не может. И вот Андерсон предлагает очень важный ход. Он говорит, проблема в том, что мы пытаемся рассматривать национализм как идеологию, как либерализм или как марксизм. По его мнению, это так делать не нужно. Да? Нацию нужно ставить в один ряд не с идеологиями, а с такими вещами, как родство или религия. И после того, как он дает свое знаменитое определение, таким образом, поступая так, как обычно поступает в антропологии, я предлагаю следующее определение нации. Это воображаемое политическое сообщество, и воображается она не как нечто ограниченное, неизбежно ограниченное, но в то же время суверенное. Теперь важно объяснить, что это значит. Да? Во-первых, она воображаемая. Что это значит? Это не значит, что она фальшивая. Это значит, что люди никогда не знают друг друга лично, но в их сознании существует образ общности. И как он пишет, люди никогда не будут знать большинство своих собратьев, но в умах каждого из них живет образ их общности. И во-вторых, нация ограничена, это очень важно. Она всегда имеет границы. Ни одна нация не воображает себя равной всему человечеству. И в-третьих, это очень важно, это она суверенная. Это связано с тем, что нация возникает в эпоху, когда разрушаются старые религиозные и династические системы.
И нация хочет быть свободной, политической и самостоятельной. Она воображается суверенной, ибо данное понятие родилось в эпоху, когда просвещение и революции разрушили легитимность установленного Богом иерархического династического государства. И залог и символ этой свободы — это суверенное государство. То есть вне суверенного государства нельзя, как по его мнению, мыслить понятие нации. И, наконец, самое важное, она воображается как сообщество. Даже если внутри есть неравенство, она воспринимается как братство. Нация всегда понимается как глубокое горизонтальное товарищество. И в конечном счете именно это братство на протяжении 2 последних столетий дает многим людям возможность не столько убивать, столько добровольно умирать за такие ограниченные продукты своего воображения. И Андерсон пытается понять, откуда вообще берется такая сила этого национализма. И он начинает с довольно неожиданного примера, с могилы неизвестного солдата. Он говорит, что такие памятники вызывают огромное уважение, хотя мы даже не знаем, кто там лежит. Более того, если кто-то попробует узнать имя этого солдата, это будет выглядеть почти как кощунство. Почему так? Потому что, как он пишет, эти могилы наполнены призраками национального воображения. То есть это уже не про конкретного человека, это про символ, именно про нацию. И дальше он делает очень важное сравнение. Да? Он говорит, попробуйте представить могилу там, неизвестного марксиста или памятник павшим либерала. Звучит странно, да и даже абсурдно. Да? Почему? Потому что идеология вроде марксизма и либерализма не работает с темой смерти или бессмертия. И вот национализм у нас работает. И отсюда ключевая мысль: национализм по своей природе очень близок к религии, потому что он как религия дает смысл страданиям, смерти и судьбе человека. И дальше он углубляет эту идею, что он говорит, что человек всегда сталкивается с фундаментальными вещами. Именно смертью, случайностью и страданием. И как мы знаем, что религия раньше давала ответ на эти вопросы ответы. Да? Но в 17 веке с приходом просвещения, да, религиозное мышление начинает ослабевать и возникает проблема. Страдание осталось у нас, смерть тоже есть, если мы не умерли, а смысла нет. И вот здесь появляется нация, говорит Андерсон. Но Андерсон формулирует это очень красиво, да? Национализм превращает случайность в судьбу. Например, ты родился в какой-то стране, это случайно. Но через национализм она становится чем-то значимым, почти вечным. И здесь мне очень понравился его ссылка к Мишелю Дебре, это французский, если кажется, мне память не изменяет, это такой поэт. И у него есть прекрасное слово. То, что я родился французом, совершенно случайно, но Франция всегда вечна. Да? И вот в этом главный смысл. Да? Нация дает человеку ощущение преемственности, связи прошлого и настоящего и будущего. То, что раньше делала религия. Но важно, конечно, Андерсон не говорит, что национализм просто заменил религию. Да? Он говорит более аккуратно, да, национализм вырос из тех культурных форм, которые было до него, через религию. Да? И поэтому, чтобы его понять, нужно смотреть не только на политику, а на более глубокие вещи, как на культуру и на воображение, на символ. И здесь Андерсон объясняет, почему именно религиозное сообщество начало разрушаться. Это не только работа французских энциклопедистов, он копает еще глубже. Да? И есть очень важный момент, потому что именно из этого распада потом возникает нация. Сначала он показывает, насколько мощными были религиозные миры. Да? Они объединяли огромные территории, держались на священных языках. Это, конечно, латинский язык, арабский язык и китайский язык. И важно, что эти языки считались не просто средством общения, они воспринимались как носители истины. И отсюда того, что нельзя переводить священные книги на национальные языки. Да? Это она воспринималась как истина. То есть язык не был случайным, он был связан с самой реальностью. Как он показывает, истина была доступна только через один язык. Например, через арабский в исламе. Да? Это значит, что мир мыслится через привилегированную систему знаков. И отсюда возникает важная вещь. Такие сообщества были открыты через обращение. Человек мог стать частью этого мира, приняв язык и веру, и варвар мог стать мусульманином или христианином, или подданным срединного государства в случае Китая. Но дальше начинается у нас кризис. Андерсон выделяет две причины распада этих религиозных миров. Это первое — это расширение мира. Да? Когда Европа начинает открывать другие цивилизации, становится понятно, что существует много разных миров, много разных религий, и ни одна из них не единственная. И даже в текстах это видно, да, если раньше говорили истина, то теперь мы говорим не истина, а наша истина. То есть появляется сравнительное мышление.
Вот откуда, как мне кажется, идет вот эта традиция компаративистской философии. Вторая причина, это еще важнее, да, это падение священных языков. Да. Латынь, которая раньше объединяла Европу, начинает исчезать. Да. Книги начинают печататься на национальных языках, и в какой-то момент происходит перелом. Культура перестает быть универсальной, а становится территориальной. И как он показывает, если раньше ученые писали на латине и были частью одного мира, то позже каждый начинает писать на своем языке. И в результате единое религиозное пространство распадается. И вот здесь мне понравился его вывод, что сакральные общества начинают дробиться, локализироваться, привязываться к территории. Как он говорит, они фрагментировались, плюрализировались и территориализовались. И Андерсон добавляет очень важную мысль, что он не говорит не только о религии, но о другой системе, о династическом государстве. Это очень важно. И он сразу подчеркивает, что нам сегодня трудно вообще представить, что, потому что мы привыкли мыслить в категориях наций, а не династий. И здесь можно просто отслать к Пьеру Бурдье, у него есть прекрасная работа, когда он показывает, как династическое государство превратились в национальное. Ну, здесь то же самое говорит и Андерсон. И сейчас он показывает, как вообще работает династическое государство. Государство не связывалось с народом. Они строились вокруг правителя. Легитимность шла не от Бога, не от людей, а именно от Бога. Люди были не гражданами, а подданными. Да? И это очень важно. В королевстве все организуются вокруг высшего центра, и его легитимность исходит от божества, а не от населения, которое в конце концов является подданным, а не гражданами. И в современном представлении государственный суверенитет полностью монотонно и равномерно распространяется на каждый квадратный сантиметр законодательно отграниченной территории. И в старом же воображении, в котором государства определялись центрами, границами были проницаемы и нечеткими, а суверенитеты неощутимо переходили в один в другой. И вот почему я думаю, что Бахайд Джаит — это фундаментальное кино, потому что Джаит — это не вся территория. Да? Пространство, которое живет иначе, чем абстрактная карта. Да, небо, да, детство, да. Это не геометрия государства, а экзистенциональное пространство жизни, где принадлежность определяется не линией границы, да, а участием, памятью и практикой животными. Я здесь добавил слово «животные», потому что всегда мы говорим про природу, и животные как бы отпадают. Да. Я думаю, что животные самое главное. И еще важнее, да, границы только не были четкими, они были размытыми, проницаемыми, то есть государство не воспринималось как строго ограниченная территория. И оттуда важный момент, такие государства могли объединить совершенно разные народы, потому что их объединяло не мы как народ, а мы под властью одного центра. И дальше он показывает, как вообще формировались такие государства не через нации, а через династии, да, через браки, союзы, наследования. Например, дом Габсбургов, это просто сеть браков, территории, титулов. То есть государство — это не народ, а династическая конструкция. Но потом начинает тот же процесс, что с религией кризис. Да? 17-18 века вера божественным правом анархии начинает ослабевать после французской революции, и это становится особенно заметно. Монархия больше не воспринимается как самоочевидная. И вот здесь происходит очень важный сдвиг. Да? Сами монархии начинают становиться национальными. То есть даже династии начинают адаптироваться под новую логику наций. Например, армии становятся национальными, государство начинает мыслиться как принадлежащее народу. И отсюда вывод, что религиозное сообщество и династическое государство — это старые формы воображаемых миров. Но обе они разрушаются. И на их место возникает новая форма — это именно нация. И Андерсон делает, пожалуй, глубокий шаг. Да? Он говорит, что дело не только в религии или в государстве, произошло нечто более радикальное, это изменилось само восприятие времени, он говорит. И именно это сделало нацию вообще возможно. И он начинает объяснять это так. Да? В средневековом мире люди по-другому воспринимали мир, время. Прошлое, настоящее, будущее не было четко разделены, все как бы существовало одновременно в одном сакральном времени. И как он показывает, люди могли видеть в одном событии одновременно и прошлое, и будущее, то это то, что называется особым типом одновременности. Но в какой-то момент это меняется, появляется новое восприятие времени, время становится гомогенным и пустым. То есть она линейная, измеряется часами и календарем, события происходят одновременно, но независимо друг от друга. И чтобы это стало понятно, он приводит два очень сильных примера. Это роман и газета. Сначала роман. Да? В романе разные персонажи могут жить параллельно. Один что-то делает, другой в другом месте. Они могут даже и не знать друг друга.
Но мы, читатели, понимаем, что они существуют одновременно. Это и есть новая форма воображения сообщества. И теперь еще сильнее это газета. Да? Газета создает переживание одновременности. Люди утром начинают читать одну и ту же газету. Что там написано? Да? В стране одновременно происходят разные события. Все они относятся к нашему общему миру. Мы как бы живем в одном историческом времени. Это формирует опыт совместной одновременной жизни незнакомых людей. Да? Потому что когда мы открываем газету, там события из разных мест, люди, которые не связаны, и разные страны. Но мы воспринимаем это как один мир, происходит сейчас. И, как он говорит, их связь востребована, точнее, сотворена воображением. И люди начинают воспринимать себя как часть единого времени, даже если они не знают друг друга. И в конце он все собирает. Да? Раньше мир держался на 3 вещах. Это священные языки, монархия и религиозное время. И на их место появляется новая связка. Это язык, национальный язык, территория и общее время. И это, по моему мнению, позволяет людям вообразить нацию. И вопрос, почему именно нация стала такой мощной формой единства? Здесь он делает очень сильный аргумент, что это не культура, конечно. Это, конечно, культура и религия, и династическое государство, и все, как бы роман, газета, но самое важное — это капитализм, он говорит. А именно печатный капитализм. И он все-таки говорит, что первичность — это капитализм. Да? И он объясняет это очень просто. Когда появляется книгопечатание, да, книги становятся товаром, а издатель начинает думать не о культуре, а о прибыли. А значит, им нужно больше читателей. Да? И вот тут возникает одна проблема. Это латинский язык, это язык элиты. А первыми, в конечном счете, важным факторами были измерения характеристики самой латыни. Да? Но я здесь не буду останавливаться. Он говорит про реформацию, что реформация и вот это победное шествие Лютера стало возможным именно потому, что, во-первых, появился книгопечатание, и, во-вторых, люди начали читать на национальном языке. И это очень важно, говорит. И здесь он говорит одну важную мысль, что универсальность латыни, да, в Европе не была равномерна универсальности политической системы. То есть универсальность латыни как символической формы в Европе была единым, но она никогда не была политически оформлена. Да? И вот здесь он говорит, что начинается печатать на народных языках, потому что это выгодно. Андерсон говорит, что печатный капитализм вообще создает новые языки, это печатные языки. Именно она становится основой нации, почему печатная книга сохранила постоянную форму, способна к фактическому бесконечному воспроизведению во времени и в пространстве. Теперь же она уже не была подчинена индивидуализирующим и неосознанно модернизирующим привычкам монастырских переписчиков. Ну, он говорит про немного про монастырских переписчиков, которые вручную писали книги. И дальше он выделяет 3 ключевых эффекта. Первый, люди начинают понимать друг друга через печать, если даже они говорят на разных диалектах. То есть появляется общее пространство коммуникации, или люди начинают осознавать, что есть тысячи, миллионы других людей, которые читают то же самое, что и ты. И из этого рождается чувство общности. Второй эффект — язык становится устойчивым. Печатный язык всегда фиксирует язык. Она больше не меняется так быстро. И это создает ощущение, у нас есть общее прошлое, язык начинает выглядеть более древним. И третий эффект, это очень важно, появляются языки власти. Да? Некоторые диалекты становятся главными, а другие второстепенными. И здесь я вот хочу процитировать, когда он говорит про туркоязычных народов в зонах, которые раньше сейчас тоже входят в Турцию, Иран, Ирак, и он говорит про СССР, потому что эта книга была написана, когда уже существовал СССР, да? И особенно показательно, говорит он. Семья разговорных языков, некогда повсеместно подававшие собиранию, а там самым пониманию в рамках арабской орфографии, да, утратили единство в результате сознательных манипуляций. И целью возвысить, например, турецкий язык — это национальное сознание Турции в ущерб любой более широкой исламской идентификации. И Ататюрк привел принудительную романизацию. И советские власти последовали его примеру. Он говорит, сначала была осуществлена антиисламская, антиперсидская принудительная романизация, а затем в сталинской 30-е русифицирующая принудительная кириллизация. И в итоге он делает вывод, что нации появляются там, где встречаются, первый, капитализм, второй, печать, и третий, языковое разнообразие. И вот 3 эффекта, которые дали взрывной эффект. Да?
Теперь дальше он говорит, почему именно национализм возникает не в Европе, а именно в колониях. Да, это очень важный вопрос. Почему именно креольские сообщества? Креольские, это имеется в виду, что те же европейцы, которые эмигрировали в Латинскую Америку и начали там жить. Их называли креолами. Креолы. Важно, там родились, могут туда переехать, но это еще европейцы. Но вот если он там родился, но еще родители остаются европейцами, то факт рождения, оказывается, превращает его в креола. Даже если они родились в Европе и пошли туда, их все равно в Европе не принимали как своего. То есть это ощущение дает ощущение того, что они как бы европейцы с одной стороны, но с другой стороны их не воспринимают как свои в Европе. Поэтому он говорит, что сначала в колониях не правили местные люди. Их отправляли всегда с Европы, да, с Испании. Да, белые управляли. И даже те, которые вот в первых поколениях были уже европейцами, которые родились в Европе. Да. И это очень, очень странно, почему именно в Европе появляется этот самый национализм, а в колониях. И он сразу показывает, да, классическое объяснение здесь не работает, да, во-первых, язык. Обычно мы думаем, что нация формируется вокруг языка, но в Америке это не так. Да? Креолы говорили на том же языке, что и метрополия. И, как он подчеркивает, вопрос о языке никогда даже не ставился в колониях. Да? Во-вторых, идея народа. Мы привыкли думать, что национализм — это движение снизу от народа. Но это здесь тоже не работает, он говорит. Да? Эти революции делали элиты, землевладельцы, чиновники, военные. Более того, они даже боялись народных восстаний, он говорит. И возникает загадка, да, если не язык, если не народ, то почему вообще они стали нациями? И здесь говорит Андерсон очень сильный ответ, да, он говорит, что ключ в административных структурах колоний, говорит. Каждая из новообразованных южноамериканских республик была с 16 до 18 века административной единицей. Каждая колония уже была отдельной единицей, да, со своей администрацией, со своей экономикой, со своими границами. И люди внутри этих единиц жили вместе, взаимодействовали, строили связи. Но еще важнее, да, этот опыт, который он называет паломничеством. Речь идет о чиновниках. Да? Они постоянно перемещались внутри этих территорий, из города в город, из провинции в провинцию. И в этих перемещениях они начали ощущать, что мы связаны, мы часть одного пространства. И здесь вот ключевой момент, да, креолы не могли сделать карьеру в метрополии. Они были своими и одновременно чужими, родившись в Америках, но не мог стать настоящим испанцем. Родившись в Испании, не мог стать настоящим американцем. Да? Люди в колониях формально считались частью империи, но к ним относятся как второсортным. Именно это второсортно. Да, именно это противоречие рождает национальное самосознание. Да? Мы вроде свои, но не совсем свои. И национализм как бы здесь вырастает из травмы неполного признания. Да? Как называется, комплекс неполноценности. Да? Они говорили на том же языке, имели одну и ту же культуру, да, но все равно остались вторыми. Ну, здесь я вот написал, что Алаш-Орда. Да? Алаш-Орда — это как бы собирание национальных элит внутри колонии, которые здесь были. Да? Вот они, почему Джусуп Абдрахманов и там, алаш-ординцы друг друга хорошо понимали, мне кажется, из этого, то, что они были элитами, ну, это отдельная тема, в общем. И это создало сильное чувство, да, мы отличаемся, причем не по языку, а по факту происхождения. И дальше включается печать, да, люди начинают печатать газеты, одни и те же новости, одни и те же события, и одно и то же сейчас. И возникает воображаемое сообщество. Например, люди в Каракасе читают одну газету и понимают, что мы, другие читатели, это есть мы. И отсюда главный вывод, что нация возникает не из языка, не из народа напрямую, а из административных границ, опыта совместной жизни, печати и коммуникации. И поэтому креолы первым вообразили себя как нацию. И уже потом модель распространился на весь мир. И как раз этот момент будут критиковать у Андерсона. Да, потом. Да. Сначала появились... И Андерсон делает следующий шаг, да, он показывает, что национализм выходит за пределы Америки и становится глобальным явлением. И здесь нация становится моделью, которую можно копировать. Он говорит, что после революции в Америке начинается новая эпоха, это эпоха национализма в Европе. Но эти новые национализмы уже отличаются. Во-первых, теперь есть главную роль играет язык. Если в Латинской Америке язык не играл главную роль, а в Европе играет.
Если в Америке язык не был проблемой, то в Европе, наоборот, да, национальный печатный язык становится центральным. Во-вторых, появляется сама идея модели. Да? Нация больше не возникает сама по себе, теперь можно к ним сознательно стремиться. Нация — это изобретение, на которое невозможно получить патент, то есть ее можно украсть, ее можно скопировать и перенести в другое общество. И это называет он пиратство. Да? Это называет он пиратством. Когда происходит французская революция, она сначала просто хаос событий, да, но потом через печать она превращается в понятие «французская революция». И как только это произошло, она стала моделью. Да? То есть не только нация стала моделью, но и французская революция тоже становится некоторым моделью, благодаря этой печати. И как только это произошло, она стала моделью. Да. И то же самое с Америкой. Да? В реальности там были страхи, конфликты, противоречия, но в печати это превращается в образ независимое национальное государство. И дальше начинается самое важное, что другие общества начинают копировать эту модель. Да? Например, в Европе появляются словари, грамматики, национальные языки. Люди начинают осознавать, что у них есть свой язык, своя культура, значит, должна быть и своя нация. И здесь появляется новая сила — это интеллигенция. Это писатели, филологи, и он называет это лексикографической революцией. Да, вот в Акай мы говорили, что вот именно немецкие филологи сделали то, что они открыли нам заново античный мир. Да? Именно к середине 17 века колоссальное усердие немецких, французских, английских ученых-мужей не только сделало доступным в портативной печатной форме практически весь существующий корпус греческой классики, снабженный необходимыми филологическими, лексикографическими приложениями, и это создало десятки тысяч блистательных, безусловно, языческую, да, древнюю эллинскую цивилизацию. И последние четверть столетия это прошлое становится все более доступным не только узкому кругу молодых христианских интеллектуалов, говорящим по-гречески, большинство из которых учились и путешествовали за пределами Оттоманской империи. И вот именно воодушевленные этим эллинизмом, расцветавших в центрах западноевропейской цивилизации, они предприняли попытку деварваризироваться современных греков, да, превратив их в народ достойного Перикла и Софокла, и Сократа. И, допустим, он приводит здесь очень речь молодых людей, греков, да, и он пишет так. «Впервые в истории нации обозревать отвратительное зрелище собственного невежества впадает в трепет, отверяя глазом расстояние, отделяющим от ее славы ее предков. Однако это мучительное открытие не подверг греков пучину отчаянно. Мы, потомки греков, мысленно сказали не себе, либо мы должны попытаться вновь стать достойным этого имени, либо мне вправе его носить». Вот греки начали именно так думать, именно после того, как немцы, французы и другие начали открывать греческую культуру. Да? То есть греки начинают деварваризироваться уже в XIX веке, как бы заново открывая саму себя благодаря этим немцам и другим. И, конечно же, это писатели, немцам и другим. Да. И это учителя и журналисты. И вот как раз они начинают создавать через язык. И здесь он говорит про Российскую академию наук, да, по образцу Французской академии наук, Российская академия наук выпустила 6-томный словарь русского языка, вслед за которым в 1802 году вышел официальный учебник грамматики. И оба издания представляют собой победу разговорного языка над церковнославянским. И в 1819 году увидела свет первая украинская грамматика, всего через 17 лет после официальной русской. И вот как раз сочинение Тараса Шевченко становится важным. И даже вот истоки турецкого национализма легко различимы в появлении в 70-е годы XIX века в Стамбуле прессы на живом родном языке, и на который сделал акцент Ататюрк. Да, и важно, что эти достижения не работают только в вакууме, да, только в элитах, она работает в больших аудиториях. Появляются новые читающие публики, это чиновники, буржуазия и образованный слой. Буржуазия — это первый класс, который существует как воображаемый, потому что люди не знают друг друга, как буржуа не знают друг друга, но читают одни и те же газеты и представляют то, что это мы. Да, и в итоге национализм становится глобальной формой, потому что у него есть язык, печать и модель. И финальная мысль, что национализм распространяется не потому, что он истинен, а потому, что он воспроизводим в любой другой культуре. Теперь Андерсон показывает важный поворот, да, национализм возникает не только снизу, но и начинает использоваться сверху.
И это он называет официальным национализмом. Официальным национализмом. Это когда национализм не исходит снизу, а начинает использоваться сверху. И здесь очень важная и интересная мысль, что он говорит, что в XIX веке династическая империя, да, это Романовы, Габсбурги, Британская империя, сталкивается с проблемой. Проблема в том, что их власть не основана на нации. Они правят разными народами, разными языками, разными культурами. Как он показывает, да, Романовы правили татарами, латышами, немцами, мы бы добавили, да, кыргызами тоже. Да. Но в то же время башкирами тоже. Да. Русскими, конечно, тоже. Да, но в то же время национализм уже распространяется и возникает опасность. Люди начинают думать не как подданные, а как нации внутри колонии. И тогда империя, конечно, делает определенный шахматный ход. Да? Они начинают притворяться нациями. Романовы, допустим, открыли, что они великороссы, да? Ганноверы, что они англичане. И немцы тоже начинают открывать, что они имеют национальность, а не домовую принадлежность к династиям. И вот это есть официальный национализм. Да? Натурализация династии Европы, он говорит. И русификация, да, это очень важный момент. Разнородное население царских владений представляли собой таким образом насильственное, сознательно свариваемое двух противоположных политических порядков, один из которых был древним, а другой совершенно новым. И вот лишь в годы правления Александра III, это 1881 и 1894 год, русификация стала официальной политикой династии. Гораздо позже, чем в империи появились украинский, финский, латышский и иные национализмы. И есть доля иронии в том, что первые меры по русификации были предприняты именно в отношении тех национальностей, в частности прибалтийских немцев. И в прибалтийских провинциях русский язык был сделан официальным языком преподавания во всех государственных школах, кроме начальных. Позднее эта мера была распространена и на частные школы. И Андерсон ссылается на некого ученого Сеттона Уотсона, и Сеттон Уотсон делает такое провокационное предложение, что революция 1905 года, первая революция, да, была в такой же степени революцией нерусских против русификации, в какой и революциях рабочих, крестьян, радикальной интеллигенции против самодержавия. Эти два восстания были, разумеется, связаны. Наиболее ожесточенная социальная революция протекала именно в нерусских регионах. Главным действующим лицом в ней были польские рабочие, латышские крестьяне или грузинские крестьяне. Теперь, да, очень важно, это здесь он говорит, что династические государства начали натянуть маленькую кожу династии, да, кожу нации на огромное тело империи. И это делается через язык, да, вводится государственный язык, через образование школы начинают учить национальные истории, и через культуру создается образ единого народа. И национализм сначала был революционной силой, а потом стал бюрократической технологией государства. Примеры, да, мы говорим, Россия — это русификация, Британия — это англизация, Япония — это японизация. И здесь есть один парадокс, с одной стороны, да, это усиливает власть, но потому что правитель начинает говорить, да, я представляю нации. Когда кайзер Вильгельм II назвал себя немцем номер один, он неявно признал тем самым, что является одним из немногих ему подобных, выполняет представительскую функцию, а следовательно может быть в принципе изменен своих собратьев немцев. И пару расцвета династии это было почти немыслимо. Кому и чему он мог тогда изменить. Да? И так и Мухаммад Реза Пехлави в Иране, да, назвав себя не просто шахом, а шахом Ирана, в конце концов поставил себя в матовое положение. Но с другой стороны, да, это подрывает саму монархию, потому что если он часть нации, значит он не уникален, получается, этот монарх. Да? Его можно просто заменить, потому что он сам говорит, что я представляю нацию. Да? И это важный смысл, что национализм разрушает старые империи, но сами империи пытаются использовать его как инструмент. И отсюда вот важное напряжение. Да? Империя хочет быть универсальной, а нация ограниченная всегда. И это противоречие до сегодняшнего дня невозможно полностью решить. И здесь есть идея про Японию. Я здесь просто расскажу своими словами. И в Японии произошло такой интересный случай, говорит он. Вот в Европе государства до национальных государств жили вместе. И было как-никак международные соглашения, например, справедливая война. Да? То есть люди, как бы государства договаривались между собой, как вести политику. А в Японии, говорит он, из-за того, что Япония вела закрытую политику,
у японцев не выработалась такая способность, как международные отношения. То есть они мыслили именно такими категориями, что мы либо выигрываем, либо как бы проигрываем. Да? То есть не было такого, что как компромисса, как бы гармонии в международных отношениях, такого в Японии не было. И когда он говорит, что Япония превратилась из империи в нацию, что сделали первые эти японцы? Они создали национальный империализм. То есть в международных отношениях они начали примыкать к гитлеровской коалиции, и, соответственно, они мыслили в категориях победителей быть побежденным. Да? И из этого, как Андерсон делает вывод, что в Японии, да, потребовалось где-то 50 лет, чтобы японский национализм стал не империалистическим, да, не завоевательным, а как бы нормальным. И нормальным. Да? Так, и дальше. Теперь это про историю было, да, теперь про 20 век. Да, национализм 20 века — это же не спонтанное явление, да, это не спонтанно появилось, это технология, это модель, которую можно воспроизводить. Да. Почему люди готовы умирать за нацию? И он сразу спорит с популярной идеей, что национализм — это просто ненависть или страх перед другим. Он говорит наоборот, что нация прежде всего вызывает любовь. Причем такую любовь, любовь. Причем такую любовь, которая связана с самопожертвованием. Как он показывает, национализм чаще выражается не через ненависть, а через поэзию, музыку, литературу, культуру, то есть позитивные формы чувства. Да? И национализм работает как чувство родства. Мы говорим «родина», «отечество», «материнская земля», да? И отсюда вот Айтматовская «материнская земля». И это не случайно, да? Потому что нация воспринимает как нечто естественное и невыбираемое, как семью, как язык и как происхождение. И люди готовы умирать за нацию именно потому, что она кажется чистой и бескорыстной. И, допустим, невозможно умирать за партию, да? Можно туда вступить или оттуда выйти. Да? Организацию можно сменить, да? Нацию как бы нельзя выбрать, хотя сейчас можно, да? Сменив паспорт. Да? Поэтому смерть за нацию воспринимается как морально высокое действие. Да? И теперь про расизм. Почему расизм это не равно национализму? Андерсон говорит, что расизм не равно национализму, потому что есть разница. Национализм мыслит историей и судьбой, а расизм мыслит биологией и вечностью. Например, национализм говорит, мы народ с историей, а расизм говорит, ты такой по природе и всегда таким останешься. И расизм чаще связан не нацией, а с классом, империей и господством. Особенно в колониях, да, расизм это было равно инструментам власти. Андерсон показывает, что национализм может быть открытым, потому что язык можно выучить, да, в нацию можно войти, а расизм закрыт, да, он фиксирует человека навсегда. Да, нация это нечто воображаемое сообщество, которое вызывает любовь и готовность к жертве. Да. И нация это не случайность и не ошибка истории. И колониальное государство не просто управляло людьми, оно воображалось их определенным образом. И это воображение строилось через 3 инструмента, он говорит. Это перепись, это карта и музей. Карта иллюзий? Музей. Перепись, да, самое важное. Почему перепись? Перепись это не просто учет населения, говорит он. Это способ создавать идентичности. Да, Андерсон показывает, что, например, категории переписи малайцы, китайцы, индийцы не отражали реальность, а конструировали его. И очень сильный момент, да, люди часто не узнавали себя в этих категориях, но государство требовало, что у тебя должна быть одна четкая идентичность. И важнее, да, никакой множественности, никакой гибкости. И как он показывает, каждый должен иметь одно и только одно место. Это мышление все классифицировать, все разделить и все посчитать. И я обратил внимание, когда читал эту книгу, на одну тонкую и важный момент, на категорию «другое». Когда вы определяете туземных народов на какие-то категории, есть народы, которые вообще не попадают ни в одну из них, и тоже их нужно как бы посчитать. Да? И он вводит понятие «другое». Другое, туда попадают все, кто не попадает в категории кыргызы, казахи и другие. Да? Допустим, малайцы, китайцы, индийцы, перечисляешь и какой-то народ, который невозможно идентифицировать, их мы называем просто другое. Да? Другое, это очень важно.
Да, это на первый взгляд кажется просто технической вещью, но на самом деле он показывает, что как именно мыслит государство. Андерсон говорит, что даже когда государство не может точно классифицировать людей, он все равно вынужден их классифицировать. И это помогает им категория другое. И поэтому категория другое — это не просто остаток, это часть той же самой системы, которую не опознана. И второе — это карта. Да? Карта. Теперь карта дает стране форму. Люди начинают узнавать контур территории как образ нашего. И когда территория перестает быть просто землей, она становится объектом лояльности и даже жертвенности. И здесь я просто добавлю, что когда я смотрел интервью Андерсона, он говорит, что я всегда, когда читаю лекции в американском университете, говорит, спрашивать у студентов, допустим, давайте мы продадим вот эту Аляску японцам, и все студенты против этого. Хотя ни один из этих студентов никогда не был в Аляске. Почему это так? Потому что в картах они знают, что Аляска — это часть Америки, хотя Америка тоже купила это у Российской империи. Да? Как бы люди не хотят давать эту территорию. И он говорит, если бы не было карты, да, то существование Аляски среднеамериканцы мог бы не узнать, если бы не было карты. Да? И поэтому очень важно, что национальное государство всегда мыслит в категориях карт. И это очень важная мысль, хотя для политической философии. Да? Модерная нация — это не просто население на Земле, а население, которое научилось видеть Землю как образ. И вот именно наш Төлемиш Океев, да, Бакайдың жайты как-никак сюда очень хорошо попадает. И Андерсон говорит, что карта не отражает реальность, он ее создает. Да? Раньше, говорит он, границы были размыты, власть была гибкая. Да, вот именно вот мы хотим установить карту Махмуд Кашгари, да, у нас. Там, мне кажется, нет четкой границы, да, чем в наших современных картах. Теперь появляются четкие линии, фиксированная территория, это суверенитет. Сначала карта, потом реальность. Да? То есть государство рисует границы, а потом их делает их реальными. И он фактически говорит, что вот именно колониальное государство в Африке всегда совпадает с колониальным разделением этих колонизаторов. И теперь музей, третье. Музей Андерсон показывает, что государство начинает управлять прошлым. Археология, памятники, музеи — это не просто наука, это способ создать нашу историю. Модель не уничтожает сакрально, а перераспределяет его. Да? Сакрально никуда не уходит, она перераспределяется в нацию, мемориал, флаг, карту и могилу неизвестного солдата. Памятники вырываются из религии и превращаются в символы госоргосударства. И перепись, карта и музей, они не работают по отдельности, они работают всегда вместе. Перепись — это создает людей, карта создает пространство, а музей создает прошлое. И вместе они создают нацию как воображаемую реальность. И поэтому говорит, что колониальное государство всегда классифицирует, упорядочивает и воспроизводит. И он дает очень сильный образ, да? Мир становится как стеклянный дом, все видно, все учтено, все классифицировано. Нация держится не только на памяти, но и на забвении, он говорит. Да? Он начинает с простого примера, например, названий. Нью-Йорк, Новый Орлеан, Новая Зеландия. И показывает странную вещь, да? Новое и старое. Здесь сосуществует одновременно не как преемственность, а как параллельно. И это возможно только потому, что люди начинают мыслить. Мы живем параллельно другим людям, которые никогда и даже в глаза не видели. Это уже знакомая наша идея, да, воображаемое сообщество. И он говорит, что когда нация возникает, появляется проблема, да, как соединить настоящее, прошлое и людей, которых уже нет, которые умерли. И здесь появляется, говорит он, история как нарратив. Очень сильный момент, да, почему историк начинает говорить от имени умерших. Он показывает это на примере того же самого Мишле, о котором я ранее говорил. Историк не просто переписывает или просто описывает прошлое, он объясняет людям прошлого, что они хотели на самом деле. Да? То есть нация создает свое прошлое через задним числом, говорит. И нация, чтобы она существовала, людям должно не только помнить, но и забывать. Да? Мы должны научиться забывать кое-какие истории. Он приводит пример Франции. Да? Ренан говорит, да, француз должен забыть Варфоломеевскую ночь и религиозные войны. Но парадокс в том, что эти события сначала нужно навязывать как общую память, а потом ее забывать. Сначала это наша история, потом это нужно забыть. И он говорит, что нация строится через
не оппозицию, а вместе помнить и забывать одновременно. И старые конфликты превращаются в братоубийство. Да? Люди, которые раньше были врагами, теперь изображаются как братья. Пример — это католики, протестанты. Они становятся, в конце концов, французами. Англосаксы и норманы становятся англичанами, даже если они реально воевали раньше друг с другом. И нация переписывает то, что мы говорим, прошлое, делает врагов братьями, делает конфликты нашими и делает смерть общей. И последний важный уровень, да, у нации нет начала, как у человека, поэтому ее история всегда пишется от настоящего к прошлому. И в этой истории важно не все смерти, а только войны, жертвы и героизм. Те, которые можно назвать наши. Да? И таким образом нация создается через особый нарратив, в котором прошлое конструируется задним числом. Она требует одновременно помнить и забывать, превращая старые конфликты в братские и создавать общее историческое воображение. И в конце, да, Бенедикт Андерсон, это я заключение читаю, показывает, что нация не является ни природным фактом, ни простой выдумкой. Да? Это исторически созданное воображаемое сообщество, которое стало возможным благодаря печати, капиталистической печати, стандартизации языка, школе, карте и общей памяти. Сила нации заключается в том, что она позволяет человеку переживать связь с незнакомыми, умершими и даже еще не родившимися людьми. Поэтому национализм остается одной из самых мощных форм политической и эмоциональной мобилизации модерного нового государства. Ну, на этом все.